Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Тема нашего урока – агроклиматические ресурсы Кыргызстана, опасные метеорологические явления. Сегодня на уроке мы с вами ответим на такие вопросы. Какие элементы климата наиболее сильно влияют на человека? Что такое агроклиматические ресурсы? Какие стихийные бедствия, происходящие в Кыргызстане, связаны с климатом? Власть климата сильнее всех властей. Можно ли согласиться с утверждением французского просветителя XVIII века Монтескье? Ребята, действительно, климат оказывает большое влияние на жизнь и самочувствие человека, организацию его хозяйственной деятельности и отдыха. Многие историки и этнографы утверждают, что климат оказал существенное влияние на особенности этнического характера людей, на их быт и традиции. Здоровье и самочувствие людей зависит от климатических и погодных условий. Метеочувствительность – это зависимость самочувствия от одного из факторов или их сочетания. Это прежде всего влияние температуры, силы ветра, влажности. При резком повышении влажности возможна одышка, учащенное сердцебиение, разбитость, апатия. Отмечено, что понижение атмосферного давления на 10-12 мм может привести к сосудистым катастрофам. Это одна из причин смертности. На человека особенно сильно влияют перепады температур, высокая влажность. Это приводит к усталости, что в свою очередь может привести к несчастным случаям. Комфортность климатических условий определяется как набор условий, благоприятных для жизни и хозяйственной деятельности людей. Кыргызстан – страна с преобладанием континентального климата, к тому же целиком лежащая в области высокогорья. Поэтому она характеризуется низким уровнем комфортности климата. Четко выраженная климатическая сезонность требует дополнительных затрат на отопление жилья, производственных помещений, школ, детских садов, больниц и так далее. Условия высокогорья существенно осложняют строительство дорог, различных зданий, добычу полезных ископаемых. Климатические условия – одна из причин неравномерного размещения населения по территории Кыргызстана. Для Кыргызской республики, как горной страны, обладающей резкой изменчивостью климатических условий, создаются различные по степени благоприятные условия для жизни. Зона, благоприятная для расселения, практически совпадает с зоной земледелия, которая занимает не более 7%. Наиболее высокая плотность населения в Чуйской, Ферганской долинах и вдоль северного побережья озера Иссык-Куль. Климат играет важную роль в сельском хозяйстве. Специальная наука агроклиматология изучает климат как фактор сельскохозяйственного производства. Агроклиматические ресурсы – тепло, влага, свет – оказывают влияние на рост и развитие сельскохозяйственных растений, формирование урожая, проведение полевых работ. Важнейшими показателями агроклиматических ресурсов являются продолжительность периода со средней суточной температурой выше плюс 10 градусов Цельсия, сумма температур за этот период, коэффициент увлажнения, мощность и продолжительность снежного покрова. Именно при благоприятном сочетании этих условий происходит активный рост и развитие культурных растений.
Продолжительность жизни растений определяется временем от начала прорастания семян до созревания новых семян. Этот промежуток времени называется вегетационным периодом. Когда особенно активно идет вегетация растений? У каждого растения в зависимости от сорта, скороспелости, погоды свой вегетационный период. Например, полный вегетационный период яровой пшеницы составляет 90-120 дней, в то время как у озимой пшеницы длится от 190 до 210 дней, у картофеля 90-120 дней, а у сахарной свеклы 150-170 дней. Поскольку климат нашей страны весьма разнообразен, на ее территории можно выращивать различные по своим требованиям культуры. Теплолюбивые и влаголюбивые – зерновые культуры. Теплолюбивые и довольно засухоустойчивые – бахчевые культуры. Требовательные к обилию солнца – сахарная свекла, виноград. Неприхотливые к теплу и влаге – табак и ячмень. В зависимости от климатических сезонов четко выделяются сезоны определенных сельскохозяйственных работ. Сезон посевной, сезон уборки урожая. Обилие тепла, солнечного света, влаги в сочетании с плодородными почвами – это большое богатство любой страны мира. На территории Кыргызстана есть все условия для длительного вегетационного периода. Причем это относится к зоне и внутреннего Тянь-Шаня со средними годовыми температурами около 0 градусов Цельсия и к южным регионам со средней годовой температурой почти 10 градусов Цельсия. Но несмотря на это, действия пустынных территорий, которые окружают Кыргызстан, приводит к тому, что более половины территорий находятся в условиях недостаточного увлажнения. Неблагоприятное воздействие на урожай оказывают и такие природные явления, как засуха, нехватка воды, ливень и град, заморозки и выпадение снега. Погодные аномалии наносят огромный ущерб экономике любой страны мира, а также могут привести к человеческим жертвам. Снегопад в 2008 году на большей части территории Кыргызстана достигал высоты полуметра и привел к большим экономическим потерям страны. В 2016 году в некоторых районах Ошской области были перекрыты автодороги из-за снежных сугробов, а линии электрических проводов оборвались из-за тяжести снега. В долине Алайку Ошской области снежная лавина отрезала единственную дорогу, соединяющую села с районным центром. Обильно выпавший снег обострил ситуацию с кормом для скота и продуктами питания для людей. Сильные морозы до минус 35 градусов Цельсия в зоне земледелия приводят к гибели сельскохозяйственных культур на больших площадях, а также вымерзанию плодовых деревьев и кустарников. Заморозки наиболее опасны в период цветения плодовых и ягодных культур. Понижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0 градусов Цельсия
и ниже вегетационный период года приводят к повреждению или уничтожению посевов, технических, овощных, плодовых и других культур. Сильная жара. Температура воздуха плюс 40 градусов Цельсия и выше более 5 дней. В последние годы на территории Кыргызстана наблюдается аномальная жара. В 2015 году правительство вынуждено было сократить часы рабочего дня из-за аномальной жары. Температура воздуха в Бишкеке достигла отметки плюс 40,1 градуса Цельсия. В долинной зоне Баткенской, Ошской, Джалабадской областей до плюс 41 градуса Цельсия, в Таласской долине до плюс 38 градусов Цельсия. По территории Кыргызстана отмечается тенденция повышения средней годовой температуры воздуха на 0,18 градуса Цельсия за каждые 10 лет. Наибольший рост средней годовой температуры наблюдается в Джалабаде на 0,37 градусов Цельсия за 10 лет и в Бишкеке на 0,35 градусов Цельсия за 10 лет. Засуха – это длительная сухая погода с высокой температурой воздуха и отсутствием осадков. Засуха чаще всего возникает в степях и полупустынях. Длительная сухая жаркая погода в районах выращивания сельскохозяйственных культур приводит к неурожаю. Засуха почвенная. В течение 2 недель в почвенном слое до 20 сантиметров, запасы влаги менее 10 мм. Засуха атмосферная. Отсутствие достаточного количества осадков более 5 мм в сутки в период вегетации в течение 30 дней и при максимальной температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия. В Кыргызстане почти 25% населения страны занято в сельском хозяйстве, которая уязвима перед засухой. Засухи наносят существенный экономический ущерб сельскому хозяйству. Наряду с метеорологической отмечалась и гидрологическая засуха, когда значительный дефицит водных ресурсов отразился на притоке воды в Токтагульском водохранилище. Для борьбы с засухой необходимо орошение полей, накопление влаги в почве путем снегозадержания, создание прудов. Суховей – это жаркий и сухой ветер. Температура плюс 25, плюс 30 градусов Цельсия. Влажность до 30%. Скорость более 5 метров в секунду. В течение нескольких дней приводит к еще большему испарению влаги с поверхности земли. Во время засухи часто возникают пыльные бури. При сильном ветре в воздух поднимается рыхлый слой почвы, обнажаются посеянные семена, приходится пересеивать поля. Это огромные материальные потери. Мерами борьбы с пыльными бурями являются полезащитные лесные полосы, которые снижают скорость ветра, и безотвальная вспашка почвы.
Град – атмосферные осадки в виде частичек льда. Чаще всего град возникает летом, когда очень теплый воздух быстро поднимается вверх. Капли воды, образовавшиеся при конденсации, превращаются в льдинки. Льдинки под силой тяжести начинают опускаться вниз, но вновь поднимаются, подталкиваемые новыми потоками поднимающегося воздуха. При этом льдинки обволакиваются капельками воды, и град становится больше. Так может повторяться несколько раз. Это климатическое явление может быть очень опасным, если величина градин, их количество и сила, с которой они падают, огромны. Гололед – корка льда, возникающая на поверхности Земли при температуре воздуха ниже 0 градусов из капелек дождя или тумана. Образуется гололед весной и осенью, но может образоваться и зимой при замерзании капель дождя, выпавшего на снежную поверхность. Огромные проблемы возникают у водителей автомобилей. Резко возрастает вероятность автокатастроф. Под тяжестью льда происходит обрыв проводов линий электропередач, а также могут погибнуть от голода животные, которые не могут добыть корм из-под корки льда. Ураганы. Ветер огромной скорости, более 30 метров в секунду и разрушительной силы. По словам специалиста, для республики характерна безветренная погода, но есть 2 сезона, когда дуют сильные ветры. Это связано с прохождением через территорию страны мощных атмосферных фронтов и перестройкой потоков воздуха. В первом случае сезон ветров длится с апреля по июнь, во втором – с сентября по октябрь. Чаще всего МЧС предупреждает о сильном ветре именно в это время. Скорость ветра при порывах 25 метров в секунду и более, в горных районах 35 метров в секунду и более. Около половины шквалистых ветров в Иссык-Кульской области. Туман – скопление водяных капель в приземном слое. Скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью Земли. Туман ухудшает видимость до 50 метров и менее, тем самым затрудняя движение на дорогах. Наибольшее количество сильных туманов отмечается в Чуйской области. Жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно в течение суток, приводят к паводкам, затоплению, подтоплению. В 2012 году вследствие интенсивного таяния ледников и переполнения высокогорного озера Тестор возникла реальная угроза затопления жилых домов и хозяйственных объектов, расположенных вблизи русла реки Ала-Арча на территории города Бишкек и Чуйской области. Из зоны подтопления были эвакуированы десятки человек. Наибольшее количество сильных осадков наблюдается в Джалалабадской области. Можно ли предсказать погодные аномалии заранее? К сожалению, в большинстве случаев предсказать опасные погодные явления нельзя. Погоду можно предсказать максимум на 2 недели. Каждые 14 дней атмосфера обновляется, и проследить следы воздушных потоков на более долгий срок физически невозможно. Заранее возможно лишь сказать, что зима будет в среднем на 1 градус прохладнее, чем обычно. Так что же нам делать? Как бороться с опасными погодными явлениями? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, не надо быть ни академиком, ни климатологом, ни даже спасателем.
Потому что ответ чрезвычайно прост. Надо начать с себя. Нам надо стать бдительнее или быть неравнодушными. Следить за последними новостями науки, не отмахиваться от призывов учитывать изменения климата. Необходимо знать, как вести себя в ситуациях стихийных бедствий и оказать первую медицинскую помощь человеку. Ребята, а сейчас давайте сыграем с вами в игру «Верно или неверно?» и вспомним то, что мы сегодня прошли на уроке. Здоровье и самочувствие людей зависит от климатических и погодных условий. Верно. По территории Кыргызстана отмечается тенденция повышения среднегодовой температуры воздуха на 0,18 градусов Цельсия за каждые 10 лет. Верно. Ливень, град, выпадение снега оказывают благоприятное воздействие на урожай. Нет, неверно. Эти явления оказывают неблагоприятное воздействие на урожай. Агроклиматические ресурсы оказывают влияние на рост и развитие сельскохозяйственных растений, формирование урожая, проведение полевых работ. Верно. Погодные аномалии можно предсказать заранее. Неверно. Погодные аномалии предсказать практически невозможно. Климатические условия – одна из причин неравномерного размещения населения по территории Кыргызстана. Верно. Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами узнали, что климат и природные климатические явления оказывают большое влияние на жизнь и самочувствие человека, на организацию его хозяйственной деятельности, на развитие экономики страны в целом. Желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя. До новых встреч!